Здравствуйте! В эфире программа «Время вкуса», где мы рассказываем, показываем и готовим национальные блюда разных народов мира. И сегодня, как вы все уже догадались по моему костюму, мы будем говорить о чувашской кухне и научимся готовить чувашские национальные блюда. Мы – это шеф-повар нашей программы Алексей и я, ее ведущая, Ольга Алексеева. Пока Алексей готовит исходный материал для приготовления блюд, я вам расскажу немножечко о чувашской кухне. Чувашская кухня издревле была разнообразна, но не богата. Овощи были основными продуктами при составлении блюд. Потребление мяса крестьяне рассматривали как признак роскоши, и готовилось оно только по праздникам. Питались чуваши крупами, а с 19 века и картофелем. Картофель нам сегодня пригодится и не обойдется без овощей, ведь сегодня мы будем готовить окрошку и вареники по-чувашски. Алексей, как дела? Отличненько. Говори, что мне делать, я буду тебе во всем помогать. Нарезаю лучок для нашей окрошки. Я займусь огурцом и редисом. Я тут, видимо, уже продолжаю нарезать то, что ты уже успел сделать немножечко. Да, чтобы было понятно. Образец, так сказать. Да. Скажи, что у нас сегодня за окрошка? Это какая-то особенная окрошка? Традиционная, достаточно чувашская окрошка. Она простокваша с минеральной водой из чувашских источников. С минеральной водой? Да, у нас в Чувашии есть минеральная вода, кстати. В Чувашии я знаю, то, что ее добавляют в приготовление окрошки, я слышу первый раз, честно говоря. Что она придает? Она газированная должна быть или обычная, простая? Нет, она немножечко полезная, вкусная. Я думаю, что поэтому ее и стоит добавлять. Могу я добавить свой лук? Больше колорита, да, можно добавить лучок. Я вот как раз уже редисочку нарезал. И можем залить это нашей простоквашей, в которой мы предварительно накрошили укроп, дали немножко ее постоять, чтобы она была еще более ароматная. И самый главный ингредиент, ты мне уже успела рассказать, это у нас укроп. Это укроп, да. Укроп. Очень важно, чтобы в окрошке был укроп. Будь она с квасом, со сбитнем, с кефиром, простоквашей или с таном, с чем угодно она может быть, но укроп там обязан просто присутствовать. Так, в нашей окрошке уже есть укроп, я вижу огурцы, редис и добавили мы простоквашу. Да. Что нам нужно еще? Она даже сейчас настояться, мы так оставим ее? Да, немножко должна настояться, но еще мы для плотности, немножко для консистенции добавим туда размятого картофеля. Она таким образом будет у нас более густая, и вкус будет немножко поинтереснее, понасыщеннее, я бы так сказал. Ты сам вообще любишь окрошку? Да, по сезону. И летом, конечно. Да, летом хочется, зимой не всегда. Я ее пока уберу в холодильник, она постоит там полчасика и будет готова к употреблению. Мы еще перед подачей добавим туда мясо, яйцо, и, собственно, все. Пока мы ее охлаждаем. Да, пока оставим охлаждаться. Понятно. Мы все накрошили, добавили простокваши и оставили охлаждаться. И продолжаем теперь, что мы с тобой... Сейчас мы будем делать хуран пукли, чувашские вареники, с начинкой из запеченного картофеля, яйца. Я сейчас сюда прям добавлю сразу яйцо. Зеленого лука. Да, я уже тут теперь продолжаю нарезать. Это единственное, что Алексей мне доверяет. Нарезать лук. Также добавлю в начинку сливочного масла для вкуса. Но вообще вареники это блюдо достаточно, я думаю, разнообразно. То есть начинка может быть какой угодно, в принципе. Начиная от яблок, заканчивая вареники могут быть с любыми ягодами, с картофелями. Дорогие зрители, мы уже успели, вернее, Алексей уже успел замесить тесто. Поэтому тесто у нас уже готово. Вам придется все это делать с нуля. Вообще, в чувашской кухне это очень много овощей использовали это раньше, насколько я знаю. Поэтому овощи, они довольно-таки часто были на столе, а мясо было только по праздникам. Так, лук я уже весь нарезала. Готова помочь еще чем-нибудь? Так, можно положить творог. Вот как раз эту творог пачку. Или творог? Творог. Творог привычнее, творог, наверное, правильно. Так, что я делаю с ним? Я прослушала, надо просто положить сюда и перемешать. Да. Всю пачку выложить? Да, прям всю пачку. Я еще изящно сделал. Отличненько. Немножечко брать. А это все нужно перемешать хорошенечко.
вымешать. Раздавить просто, да, я так понимаю? Здесь у меня получается такое красивое, я бы сказала, месиво из яиц, из картофеля, из творога. Платье у меня очень красивое, но рукава очень мешают работать. Ну, в общем-то, можно сейчас поменяться. Поменяться одеждой? Да, я одежда в том числе может поменяться. Я буду заниматься, допустим, начинкой, а ты можешь раскатать тесто, если это не будет. Ты хочешь заветь мне раскатать тесто? Да, небольшими порциями, потому Так что, злорадно ты при этом улыбаешься, я тебя много понимаю. теста раскатывать тяжело, а понемногу очень даже ничего. Можно я все-таки начинкой буду? Продолжу заниматься. Хорошо, только получше нужно вымешать и добавить лук. Я просто начала, ты не переживай, я смогу сделать. Тесто, значит, надо раскатать на толщину где-то 1,5–2 миллиметра, чтобы его было не очень много. И в то же время, чтобы его было достаточно, чтобы они не раскрылись в процессе варки. Всякое может быть. А дома ты вообще часто? Ну, то есть обычно говорят, что сапожник без сапог или повара дома не очень любят готовить, а ты насколько часто дома готовишь? Ну, готовлю когда по мере необходимости. Наверное. Это как по мере необходимости? Ну, надо поесть, готовим. Надо поесть. Да. Так, это я понимаю, что получилось еще среднее, там что должно Ну, получиться. нормально, нужно добавить лук. Весь. Да. А я пока начну делать такие кружочки из теста, которым мы будем заворачивать нашу начинку. Сколько времени вообще уходит в среднем на приготовление этого блюда? Но недолго. На подготовку полчаса. И на лепку где-то так же. А варятся они моментально. Начинка может быть, опять же повторяюсь, очень многообразной. Но сегодня мы готовим чувашские блюда, поэтому мы сегодня добавляем сюда и картошечку, и творог. Объединяем все вместе. И вот Алексей обещает, что получится очень вкусно. А как получится, мы узнаем в конце программы, поэтому не переключайтесь. Так, я с своим заданием, по-моему, справилась в очередной раз. Да, все хорошо. Мы сегодня сделаем в виде солнышек. На самом деле. Солнышко. А солнышко Да. это у нас уже... Солнышко – это символ Чувашии. На гербе Чувашии Да, вот у 3 меня солнца здесь присутствуют. Где-нибудь есть солнышко? Не могу понять. Где же? Ну вот какие-то знаки, наверное, обозначают это солнечные окончания. Вообще очень приятно готовить чувашские блюда в чувашском платье. Да. Так, все, я, по-моему, уже Да. закончила. Что мне Всё. делать дальше? Можно будет сейчас раскладывать эту начинку. Ну и что там получилось? По-моему, не добавили еще сюда. Немножечко посолим. вот, да, все. Ну и можно чуть-чуть поперчить. Эти кружочки нам надо будет выкладывать. Положи их на доску, чтобы было красиво. Такие. Только, Да. может быть, чуть побольше А фарша. еще я очень могу красиво заплетать. Хочешь тебя научить? Да, конечно. Это получается пельмени. Обычно Потом закручено, это пельмени. Сцепляю А, это уже теперь дальше уже не пельмени. и придаю ему форму, Похож на головной убор чувашин. форму солнышка. А, солнышко. Да, в данном случае форму солнышка у нас. Так, солнышко. Придется повторить солнышко. А может, я тебе покажу, как все-таки я умею красиво? Да, конечно, конечно. Мы можем сделать вообще разные. Это же вареники же Просто, такое, да, как я дома делаю такое варенье. отличное блюдо. Его можно готовить с семьей, с детьми, например. Да, еще бы Очень семья весело. бы согласна была готовить, а не только это есть. К твоему солнышку у нас появился полмесяца. Теперь можно продолжить, я думаю. Да. Вот такая красота у нас получилась. Ну, у нас скорее у Леши, чем у меня, но мои тоже, в принципе, очень даже ничего. Мы поставили воду греть. Ну и процесс дальше уже обычный, в принципе, как и у вареников, как и у пельменей. Нужна горячая вода кипящая. Правильно я рассказываю? Да, все правильно. Опускаем их в Наши кипящую вареники. подсоленную воду. Отправляются в воду.
Леш, я думаю, вареники наши уже сварились. Прошло уже минут, наверное, 10 Готовы. или 15. Давай уже посмотрим, что с ними там происходит. Достанем их. Они у нас совсем уже готовы. Можем их выкладывать. Кстати, вот у меня было На подозрение, что тарелочку. они разварятся и не будет вот этой сердцевины. Она, кстати, осталась. Так что все же Куда ж ей лучше деваться-то? делать в такой форме. Да, и вот и мои появляются. Скажи, а по форме ведь блюда не отличаются? Русские, татарские, чувашские, то есть по форме как их Могут готовить? отличаться, могут. Могут отличаться? Могут А отличаться, чувашские-то какие? Вот это сейчас чувашские можно назвать такой формой? Можно назвать чувашскими, Ну, конечно. потому что они в форме солнышка, да? Да, потому что они в форме солнышка, с герба Чувашии прям снятые. Ты сейчас так ты замахнулся, конечно. Ну что поделать. И два полумесяца у нас там плавает еще. И польем. Масло мы добавляем в Польем сердцевину. как раз серединочку. Сливочное. Масло у нас сливочное, да, мы его растопили, залили в сердцевину и украсили все это укропом. Вот такая красота у нас получилась. Это что касается вареников. Сейчас мы Пока наши эксперты облизываются, мы, наверное, достанем окрошку, которая, в принципе, у нас уже охладилась. Мы можем посмотреть, что с ней произошло после этого. Вот наша Так, окрошка. наша окрошечка настоялась. Вобрала в себя аромат укропа. Который, заметьте, самое важное в приготовлении окрошки, я сегодня пила, это укроп. Он должен быть свежим, с грядки, желательно со своей. Правильно я все говорю, Леша? Верно. Чем свежее и больше укропа, тем лучше. Вот это наша основа. Сюда же мы положим говядину. Это отварная говядина. Так, Сейчас мы ее нарежем тоненькой солнышкой, так. как и все остальные ингредиенты в супе. То есть вообще для супов важно, чтобы нарезка соответствовала ингредиентов друг другу. То есть если мы что-то соломкой режем, то и все желательно резать солнышкой. И вкус у нас будет от этого что? Здесь будет более Ярче, однородно, насыщеннее. лучше. То есть, Мы добавляем говядину. Она охлажденная у нас или просто да, отваренная и охлажденная. Охлажденная, да. Мне, как вы видите, Леша не доверяет ничего резать, поэтому я смотрю, вот наблюдаю, вам рассказываю, чтобы лучше запоминали. И дополним яйцом. Добавить нам красоты, Да. И тоже аромат, наверное, вкус. своего неповторимого яичного аромата. Немного зелени. Все, Наша окрошка готова. так. Дорогие телезрители, наши два блюда по-чувашски готовы. Это вареники хуран-кукли и окрошка по-чувашски, которую мы разбавили не квасом, а простоквашей. Наши блюда готовы, а наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся, а у нас наступило время вкуса.